Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Менің атым Дидар Қапанқызы. Я веду канал для изучения казахского языка. Это 7-й урок. Тема урока – вопрос «не», «что» и множественные окончания. Цель урока – знакомство с названиями предметов и научиться употреблять их во множественной форме. Вначале давайте вспомним фразы из предыдущих уроков. Я предлагаю ответить на мои вопросы. Я задаю вопрос. Вы можете поставить на паузу, подумать, можете записать ответы, а после проверите. Если вы готовы, начинаем. Таныс болайық. Менің атым Дидар. Сіздің атыңыз кім? Мен оқытушымын. Сіз кімсіз? Мен қазақпын. Сіз ше? Как получилось? Давайте ответим еще на пару вопросов. Таныс болыңыздар. Оның аты Айдар. Айдар кәсіпкер. Следующий вопрос. Кешіріңіз, сіз дәрігерсіз бе? И последний диалог. Оның аты кім? Ол қазақ па? Ол спортшы ма? Успели ответить? Жарайсыздар. С ответами можете с нами поделиться. Переходим к следующей теме. Тема урока – вопрос «не», «что» и множественные окончания. В казахском языке вопрос «не» задается как к неодушевленным предметам, так и одушевленным – животным, птицам. Вопрос «кем», «кто», как вы уже знаете, используется только для людей. Вначале давайте узнаем слова, которые отвечают на вопрос «не». Слушаем, повторяем. Кітап. Кітап. Дәптер. Дәптер. Қалам. Қалам. Қарындаш. Қарындаш. Қағаз. Қағаз. Гүл. Гүл. Үстел. Үстел. Орындық. Орындық. Құс. Құс. Жануар. Жануар. Теперь попробуем добавить к ним множественные окончания. Вопрос «не-лер». К вопросу «не» тоже добавляем множественные окончания. «Не-лер». Обратите внимание на таблицу множественных окончаний. Тоже имеет 6 вариантов. Напоминаю, что у нас есть на канале отдельное видео «Звуки». Кому нужна помощь, можете посмотреть, чтобы узнать, какие звуки твердые, какие мягкие, какие глухие и так далее. Итак, будем отвечать на вопрос «не-лер». Первое слово «кітап». Делим на слоги. 2 слога. Последний слог твердый. Значит, мы должны выбрать твердое окончание. Либо лар, либо дар,
либо тар. Теперь смотрим на последний звук. Слово «ктаб» оканчивается на «п», глухой согласный. Значит, тар. Ктаб, тар. Получилось книги. Ктаб, тар. Следующее слово «даптер». Два слога, обе мягкие. Значит, выбираем мягкие окончания. Либо лер, либо дир, либо тир. Теперь смотрим на последний звук. Оканчивается на сонорный «р». Значит, даптер, лер, тетради. Следующее слово калам. Два слога, обе твердые, значит, твердые варианты. Выбираем. И последний звук М сонорный, значит, калам, дар, ручки. Карандаш. Три слога, все слоги твердые. Последний звук Ш, глухой согласный. Значит, карандаш, тар, карандаши. Кагаз. Два слога, твердые. Последний звук З, звонкий, значит, кагаз, дар, бумаги. Дальше попробуйте сами. Добавьте к данным словам множественные окончания. А почему выбрали именно это окончание, можете написать, поделиться с нами. Гүл, үстел, орындык, жануар, қос. Мы отвечали на вопрос «не» и «не лер». А вопрос «кім» во множественном числе будет «кімдер». Например, Адам – человек, адамдар – люди, бала – ребенок, балалар – дети, мугалим – учитель, мугалимдер – учителя, дәрігер – врач, дәрігерлер – врачи и так далее. Откройте вторые и третьи уроки, там есть название профессий, национальности и членов семьи. Если вы их уже выучили, то жарайсыздар. Теперь выполните самостоятельную работу. Добавьте к этим словам множественные окончания. Затем прочитайте, говорите вслух, повторяйте, запоминайте. Когда мы начнем изучать глаголы, эти навыки вам пригодятся. Особенно эти упражнения очень важны для тех, кому приходится работать с большим количеством людей. Например, начальником, выступающим публично, спикером и так далее. Что еще важно узнать о множественных окончаниях? Множественное окончание не употребляется, когда мы задаем вопрос «неше», «канша», то есть «сколько». Например, «неше адам» – «сколько человек». «Неше адамдар» не надо говорить. «Неше адам». «Неше оқушы». «Канша жігіт» и так далее. Второе. Множественное окончание не надо добавлять, когда есть количество. Например, «бес адам» – 5 человек. «Он оқушы» – 10 учеников. И третье, множественное окончание надо, когда есть слово, которое указывает на количество. Например, «куб». «Куб» – это много. «Куб қағаз» – много бумаг. Или же «аз» – мало. «Орындық» – аз. Стульев – мало. И так далее. А теперь мы будем использовать новые слова и новую форму в деле. Попробуем составить небольшие диалоги. Прочитайте и прослушайте эти диалоги несколько раз. Затем можете составить по образцу свои диалоги. К примеру, вместо «раушан» можете назвать любой другой цветок и его описать. Если нужна помощь, видео с прилагательными можете найти у нас на канале. Бұлар нелер? Бұлар дәптерлер. Қалың дәптер бар ма?
Иә, қалың дәптер бар. Қалам бар ма? Қалам жоқ. Қандай қарындаштар бар? Қара, ақ, көк, жасыл, қызыл, сары. Қоңыр, сұр қарындаштар бар. Сіздерде үстелдер, орындықтар бар ма? Иә, үстел орындықтар бар. Бізге бір үстел, 6 орындық керек. Қағаз тым көп. Бұл кітаптар қызық па? Иә, қызық. Мынау құс па? Иә, құс. Кіп-кішкентай ғой. Бұл колибри ғой. Арыстан қандай жануар? Арыстан күшті жануар. Мынау не? Бұл гүл. Бұл қандай гүл? Бұл раушан гүлі. Раушан қандай гүл? Раушан әдемі гүл. Раушанның түсі қандай? Раушан қызыл, ақ, сары, қызғыл тағы басқа болады. На этом я заканчиваю урок. Для тех, кто хочет пополнить свой словарный запас, у нас на канале есть видео «Не и не лер». Можете посмотреть и упражняться, добавляя к нужным словам окончания, которые мы прошли. Прослушайте новые слова несколько раз и применяйте их в любом удобном случае. На этом все. Жду вас в следующем занятии. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.